Наблюдения и заметки. Историческая справка. По исследованию комиссии 1865 года по разбору личных и поземельных прав туземного населения Терской области, Назрановское общество, ингуши, устроено на началах демократических, привилегированных сословий нет, все свободны, пользуются одинаковыми правами, рабов нет, землею пользуются на правах общинного владения, и что хотя между ними существуют известные фамилии, но все они выдвинулись из толпы заслугами гражданскими или военными доблестями, не пользуются никакими иными правами, кроме уважения, приобретенного исключительно умом и личными достоинствами каждого члена. Основываясь на этом, все ингуши наделены землею на праве общинного владения, а если и были примеры награждения в собственность участками земли, то лишь за личные заслуги, а не за потерю прав над подвластным народом, как это делалось в Капарде, Осетии и Кумыкской плоскости. Таким образом, как видно из исследований сказанной комиссии, упомянутое устройство вызвано условиями быта этой национальности, а этому быту, как мы видим, могла бы позавидовать не только тогда, но и в наше время, любая из стран обоих полушарий. Мы же привыкли ингушей считать за дикарей. Вот вам и дикари. Павел Беспристрастный. Газета «Терские ведомости», 1907 года, 6 января, номер 5, страница 3.